Путин не станет проводить в этом году большую пресс-конференцию. Гульбидин Хикматияр утверждает, что попытку покушения на него совершили граждане Таджикистана. Зеленский в обращении к лидерам Большой Семерки предложил план по ускорению наступления мира в Украине. Власти Ирана объявили о введении санкций в отношении 32 европейских политиков, компаний и учреждений. Президент России в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь, сообщает русская служба BBC. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами в ходе зарубежных поездок. Владимир Путин всегда пытался продемонстрировать свою погруженность в вопросы экономики и социальной сферы, использовал множество цифр и статистических данных, которые должны были показать, что положение в стране лучше, чем кажется. СМИ выпускали материалы с разбором допущенных Путиным ошибок. С одной стороны, на пресс-конференциях звучали вопросы по очень важным для российского общества темам. С другой же, содержательные и точные ответы Путин давал нечасто. Лидер Исламской партии Афганистана и бывший премьер-министр страны Гульбидин Хикматияр 9 декабря после пятничной молитвы в главной мечети Кабула заявил, что при попытке покушения на него, которое произошло 2 декабря в Кабуле, было совершено гражданами Таджикистана. В результате произошедшего теракта погиб один из охранников Хикматияра и двое были ранены, сам он не пострадал. Предварительное расследование показало, что оба террориста не афганцы, а таджикистанцы. Террористические группировки не могли найти ни одного афганца для этой операции. Надо выяснить, почему таджикистанцы, а не афганцы. У напарника смертника нашли черный флаг группировки «Исламское государство», отметил Хикматияр. Лидер Исламской партии Афганистана не привел никаких доказательств, подтверждающих его слова. Официальная реакция Душанбе на заявление одиозного афганского политика не последовала. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам Большой Семерки предложил план по ускорению наступления мира в Украине. Он включает в себя поставки новых типов вооружения Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и новую дипломатию, которая включает в себя предложенную Украиной формулу мира из 10 пунктов. Прошу сохранить достигнутую солидарность. Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году так же, как в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги, то, что ускорит наступление мира, сказал Зеленский. Видеообращение опубликовано на сайте украинского президента. Власти Ирана вечером понедельника, 12 декабря, объявили о введении санкций в отношении 32 европейских политиков, компаний и учреждений. Среди них госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот и экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кроме того, в санкционный список Тегерана попали начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радаки, глава британской контрразведки Кен Маккалум, французский юмористический журнал Шарле Хэдбо и персидская редакция «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Санкции включают в себя запрет на въезд в страну, а также заморозку активов данных физлиц и юрлиц в Иране, уточняет агентство АФП. Таким образом, иранские власти отреагировали на дополнительные санкции Евросоюза, о которых Брюссель объявил ранее 12 декабря. Ограничительные меры против 20 иранских физлиц и одной организации в ЕС было решено ввести в связи с серьезными нарушениями властями Исламской Республики прав человека, включая казнь еще одного участника протестов и поддержку Тегераном России в ее войне против Украины. Представитель МИД Ирана Насер Канани назвал санкции Евросоюза незаконными и обвинил Европу во вмешательство во внутренние дела Ирана.